Кароль Ян Александр Гутен-Чапский родился 15 августа 1860 года в родовом поместье Станниково. Был римско-католической веры. По воле матери, Альжбеты из баронов Майндорфов, Кароль учился в немецкой гимназии Санкт-Анненшуле в Санкт-Петербурге. В 1882 году окончил Дербцкий университет за степенью кандидата политэкономии и статистики. После завершения учебы вернулся в Станниково, чтобы руководить имением отца. Огромнейшая латифундия Чапских занимала почти 35 тысяч десятин земли. Кроме Станникова, в нее входили имения Королева, Прилуки, Скоринич, Негорелая, Русинова, Стукаческая лесная дача, 3 имения в Минском повете, имение Самуилово и 5 имений в Игуменском повете. После смерти отца в 1897 году Станниково досталось наследство Карлю. Прилуки стали имением младшего брата Ежи, Георгия. Карл был женат на Марии Условской, представительницей не менее знаменитого шляхетского рода. Имел 4 детей. С 12-летнего возраста его жизнь, по его же признанию, была связана с Минском. Входил в число самых богатых минчан. Владел 10 самыми лучшими в городе зданиями. Дома Чапского размещались по Захарьевской, ныне проспект Независимости, Подгорной, ныне улица Карла Маркса, Преображенской, ныне улица Интернациональная, Скоблевской, ныне улица Красноармейская, и на Привокзальной площади, на углу Брусской и Петербургской улиц. На Полицейской улице, ныне улица Янки Купалы, имел собственный сад. Высокий имущественный ценз, отличное образование способствовало тому, что в 1890 году, в 30-летнем возрасте, Кароль Чапский избирается на должность городского главы Минска. Вот только некоторые его первые преобразования на ответственном посту. 1890 год. Город завершил строительство театра и выкупил здание летнего театра в Губернском парке. Театр был открыт 5 июня 1890 года. Горожане начали пользоваться телефоном. 1892 год. Состоялось торжественное открытие движения на конке. Это была 4-я конно-рельсовая дорога в Российской империи, после Петербурга, Москвы и Ростова. Движение на конной дороге было торжественно открыто 10 мая 1892 года. В 1894 году граф отказывается от государственного жалования и в дальнейшем работает на город бесплатно. И в том же году в Минске проведено электрическое освещение. 1895 год. Открылось ремесленное училище, для которого город приобрел отдельное строение. В доме графа Чапского по Захарьевской улице начал действовать родильный приют, который получил имя Ее Величества императрицы Александры Федоровны. Она дарила ежегодно приюту 150 рублей. Очередные выборы городского главы проходили в 1897 году. И на этот раз Кароль Чапский легко победил. Бурная деятельность Чапского продолжалась. 1898 год. Город выкупил у частных лиц юбилейную площадь, приобрел участок для вольного пожарного общества. 1900 год. В Минске появилась публичная библиотека. Она была открыта 25 декабря 1900 года. В Соборном сквере возведен памятник Александру II. Напряженная работа подорвала здоровье графа. У него начался туберкулез. В 1901 году на выборах Чапский вновь становится городским главой. Однако условий для работы не было. Обострились отношения с губернскими властями. 29 мая 1901 года Кароль Чапский подает прошение об отставке, потому как здоровье и доктор того требуют. В сентябре отставка была принята. Своеобразной лебединой песней городского главы стала подготовка к Минской сельскохозяйственной выставке 1901 года. Выставка проходила с 26 августа по 4 сентября. Она имела 12 отделов. В ней принимали участие Минская, Виленская и Витебская, Волынская, Гродненская, Киевская, Ковенская, Могилевская, Смоленская, Черниговская губерния. На ней демонстрировались хлеб, овощи, цветы, саженцы, животные, масло, вино и многое другое. Самым значительным экспонентом был Карл Чапский. Он демонстрировал чистоплодный, крупнорогатый скот, коней Станниковского племзавода, овец, собак, ананасы, кирпич, дренажные трубы. Выставка стала значительным событием для Минска. Она позволила предпринимателям познакомиться с успехами сельского хозяйства, промыслом, расширяла деловые контакты, стимулировала товарооборот и производство. При Карле Чапском в губернаторском парке, ныне Центральный детский парк имени Горького, появились спортивные сооружения, стадион и велотрек.
Поскольку граф Чапский был председателем городского товарищества любителей спорта, то он организовал комплекс спортивных развлечений и возвел сооружения для тренировки будущих спортсменов. Тут занимались фехтованием, гимнастикой, плаванием, велоспортом. В парке появились площадки для крикета, кегельбана. Вообще, все свидетельствует о том, что у Карла Чапского имелся грандиозный проект поэтапного превращения Минска в настоящий европейский город, но претворить его в жизнь до конца не удалось. Мешали губернские власти, завистники из муниципальных служащих, состояние здоровья. В ночь 17 на 18 января 1904 года Карл Чапский скончался во Франкфурте на Майне от туберкулеза на 44-м году жизни. 4 мая 1904 года тело покойного, привезенное из-за границы, было погребено в Станиково. 11 лет пребывания Карла Чапского на посту мэра нашей столицы – период энергичных реформ хозяйства и культуры города за всю его предыдущую историю. Таких темпов развития город ранее никогда не знал. Чапский, по-видимому, инстинктивно предчувствовал будущий столичный статус Минска и стремился придать ему блеск и солидность, не менее тех, которые имели Вильнюс и Киев. Можно сказать, что при нем за одно десятилетие Минск из провинциального губернского городка превратился в крупнейший центр белорусского края. Еще при жизни Карла Чапского называли реформатором Минска. В 1909 году городская дума рассматривала ходатайство о переименовании улицы Михайловской, теперь коммунистической, в улице Карла Чапского. Но дальше обсуждения дело не пошло. Не удостоился граф и звания почетного гражданина Минска. Жаль, но память о легендарном руководителе Минска до сих пор никак не увековечена. В городе Фаниполе Минской области одна из улиц носит имя нашего знаменитого земляка.